По благословению владыки Тверского и Кашинского Виктора я входил в оргкомитет 15-го Волжского крестного хода и хотел поделиться как историей его проведения, потому что он проходил через исконные территории проживания татар, так и предложение по проведению в будущем нового Волжского крестного хода, посвященного нашим известным татарским святым, как святой Авраам Болгарский и другим святым. Благословение на крестный ход в 2013 году дал святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл. Это был 15-й Волжский крестный ход, но он, в отличие от многих других, которые проходили от Волга-Верховья до города либо Калязина, либо Углича, решили провести как юбилейный до Астрахани. В связи с этим была проведена большая подготовительная работа, в том числе в поволжских епархиях. Проводилась связь с епархиями, посылались письма, были получены благословения от владык по ходу следования крестного хода, направлялись представители от оргкомитета. Крестный ход получил наименование «Русь святая, храни веру православную». Главной святыней крестного хода был выбран ковчег с частицей мощи святого посланного князя Владимира. Крестный ход проходил частично на яхтах, частично на автомобилях, потому что там это было связано с поломкой водного транспортного средства. Принимался крестный ход очень хорошо, за исключением Казанской митрополии как раз. В Казанской митрополии сделали вид, что никаких документов не получали, владыка был занят, все уехали и ограничились в Казани только проведением краткого молебна. Причем также рекомендовали как можно быстрее покинуть территорию и храма, и города, сказали, что вряд ли кто-то еще придет и вряд ли все очень заняты. По результатам крестного хода можно сказать, что было пройдено более 30 епархий. Приняло участие в молебнах более 15 тысяч человек. Были, соответственно, сделаны информационные большие сюжеты как в ряде местных СМИ, так и федеральных СМИ. Что, в принципе, был отчет о проведении крестного хода как и для Тверской епархии, так и для епархии, соответственно, святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, получил большое одобрение. Что касается проведения предлагаемого крестного хода, который пока предварительно получил наименование Русь и Орда, пока даже не составлен, даже оргкомитета, он предлагается грядущему 800-летию мученической кончины святого Авраама Болгарского и 790-летию принесения его честных мощей. И также грядущему 760-летию Сарайской епархии и 560-летию переезда в Москву на Крутицкое подворье сарайских владык. В 2029 году состоится 800-летие мученической кончины святого Авраама Болгарского. Он претерпел ее 1 апреля 1229 года в городе Болга. В 2021 году состоится 760-летие Сарайской епархии, 1261 год. Сарайская епархия, как мы знаем, окормлялась всю Золотую Орду. С центром находилось место пребывания епархиального епископа в городе Сарай. Это сейчас примерно, как говорят археологи, территория рядом с Волгоградом. В 2020 году состоится 790-летие принесения честных мощей святого мученика Авраама Болгарского. Лаврентьевская летопись сообщает, что принесение мощей произошло 9 мая 1230 года.
и 560-летие переезда в Москву на Крутицкое подворье сарайских владык. Предлагается проведение ряда общественных и религиозных мероприятий, подготавливающих жителей городов Поволжья, Москвы, Рязанской области, Владимирской области к этим знаменательным датам. Предлагается следующее мероприятие. Проведение круглого стола, посвященного святому мученику Аврааму Болгарскому, Сарайской епархии, истории распространения православия в Поволжье. Место проведения – Крутицкое подворье, где располагалось как раз это было подворье историческое, соответственно, владык царских подонских. Также предлагается объявление о создании общественного оргкомитета, грядущего празднования 800-летия мученической кончины Авраама Болгарского и 790-летия принесения его честных мощей и 760-летия Сарайской епархии. Написание концепции подготовки и проведения мероприятий, посвященных этим датам. Вот. Предлагается, соответственно, следующий маршрут проведения крестного хода. На данный момент водный крестный ход, предварительно Москва-Ульяновск. Предлагается начало крестного хода от Крутицкого подворья, дальше по водам реки Москва-реки до города Коломны, затем переходит крестный ход по рекам реки Ока, захватом с посещением города Касимов, Павлов на Оке, Рязани, Нижнего Новгорода и прохождением в дальнейшем уже по реке Волга с посещением Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и Ульяновска. И крестный ход предварительно либо заканчивается либо в Ульяновске, либо в Волгограде, где, соответственно, была столица духовная Золотой Орды. Вот такое поступило предложение. Спасибо, Господи, благодарю за внимание. У меня сразу вопрос. Это чье предложение? Ну, это вот, соответственно, община Москвы. Это вот общество православных татар, да? Да. Очень интересно, очень интересно. Значит, прежде всего надо будет обязательно обсудить, да. Обязательно обсудить. Да. И прежде чем это куда-то дальше продвигать, обязательно со мной согласуйтесь. Если мы с вами придем к какому-то согласию, вместе какую-то программу согласуем, то это нам даст большие шансы, потому что хоть половина из этого будет реализована. Пожалуйста, тоже вопросы. Вопрос. В связи с юбилеем Сарайской епархии следует вспомнить, что, к великому сожалению, полузабыт и вроде бы до сих пор не причислен к лику святых митрополит Кирилл, Киевский и Владимирский, который, в общем-то, является основателем Сарайской епархии. Митрополит Кирилл, кажется, третий этнически русский митрополит киевский и одновременно первый митрополит, который перенес митрополитчью кафедру из Киева, ну фактически из Киева, во Владимир, соратник благоверного Александра Невского. В связи с этим достойно есть именно в связи с юбилеем Сарайской епархии поставить вопрос о прославлении митрополита Кирилла по чину святителя и об создании парной иконы двухфигурной благоверного князя Александра Невского и святителя Кирилла, митрополита Киевского и Владимирского. Извините, представьтесь, пожалуйста. Марочкин Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Историк. Это вопрос к владыке. Очень приятно. Дайте мне e-mail, я вам все пришлю. У меня есть еще... Да, Сергей Николаевич, надо это выслать. Давайте я вам потом подойдете ко мне, дам свою визиточку, вышлите мне. Если материалы есть, надо эти материалы просмотреть, надо их подготовить и по такому, как принят чин последовательности, да, обращаться, соответственно, в комиссию по канонизации и так дальше, так дальше, так дальше. Я готов эти шаги направлять, если есть материалы. Но прежде всего надо посмотреть и дальше поработать.